Друзья, всем привет! Показывал как-то варган месяц назад, наверное. И, в общем, подписчики просили показать, как сделать к нему футляр. Буду делать футляр, такой, который можно носить на шее, на веревочке. Ну, конструкция простая. Берем варган. Так. Просверливаем отверстие. Для язычка. И вот здесь делаем углубление. Ну, в принципе, оно не обязательно по контуру варгана должно быть. Можно вот так сделать. Даже если оно будет несколько крупнее, ничего страшного. Из инструментов тут нужно будет косячок, резак, стамеска. В общем-то, любая узкая стамеска, которую можно здесь выбрать. И все. Выбираем здесь. Так, и вот это все просто, но сложнее тут уже вот следующая стадия. Тут нужно точно просверлить. Вот смотрите. Вот здесь должен быть шнурок. Вот он должен входить здесь и выходить примерно вот здесь. То есть получается, что нужно просверлить, не просверливая насквозь, вот до этого уровня отверстие. В общем, так как я могу просверлить насквозь, я лучше здесь сейчас вырежу эти самые отверстия. Стамеской проковыряю. У нас получается здесь примерно вот на этом уровне надо и высверлить. Когда сверлите, таким вот образом соблюдайте технику безопасности и не сверлите ни в коем случае руки и пальцы, потому что руки и пальцы сверлить — это как бы нарушение техники безопасности, и можно повредить себе. Вот, видели? То есть вышел на отверстие. Сейчас тоже вышел на отверстие. Теперь его немножко расширить здесь, с этой стороны.
Вот такая вот конструкция. Она с одной стороны вроде бы и не сильно сложная. В общем, продевается вот так, язычок на язычок именно. И здесь затягивается. Вот, держится варган именно за язычок. Я встречал людей, которые на варган одевали, но в таком случае варган выскальзывает и теряется. И он должен держаться вот так за язычок. А вот сюда потом одевается бусина какая-нибудь, которая подтягивается сюда. И в общем все, он держится крепко и никуда не денется. То есть его можно носить на шее. Ну а теперь перейдем к резьбе. Ну и в общем, что здесь вырезать? Можно какие-то орнаменты. Ой, я сейчас так вспомнил, я что только не вырезал. И руки вырезал, такие ладони, которые держат. И лица. И вспомнил, я, оказывается, много вырезал подварганников этих. Когда для белокурихи и для Чимало сувениры делал. Ну, здесь я сейчас лицо какое-нибудь сделаю. Главное здесь вот на эту глубину не залезть. Спрашивают частенько эскизы. Ну, кто канал смотрит мой, знает, что эскизы, в общем-то, я их как бы и не рисую. Даже, в общем-то, и просто там фото эскизов или как там. И такими делами не занимаюсь. Мне слишком лень рисовать эскиз. А что-то на заказ, как бы по желанию заказчика, в основном меня объясняют, что им надо. Ну, я так схематически все это рисую, уточняю размеры, и все, и я режу. И как бы я рисовать не очень люблю.
Вот такая морда получилась. Теперь тонирую ее. Это у меня от Ворчаги. Но цвет мокко, если водную морилку на водной основе будете использовать, она продается в строительных магазинах, то это цвет мокко. Ну и палисандр примерно такой же оттенок, только потемнее имеет. Ну или наоборот, этот цвет палисандр, а мокко чуть-чуть посветлее. Там как водой разбавите уже. Все. Теперь сушим и потом шлифуем мелкой наждачкой. Вот, я его просто шлифовал, еще ничем не покрывал. Если завощить его или маслом льняным покрыть, то он будет красивее, контрастней, будет видно фактуру древесную. Ну и вот так вот он смотрится. В общем, можно носить так, можно одеть бусину. Такой вот футляр. Ну, вот здесь он неровный спил, поэтому он стоит не очень, но в общем можно и так его ставить.